Накануне в Грозном прошел Всероссийский форум «Женские инициативы. Время действовать». Как все это было? Какие вопросы на данном форуме решались? Вот об этом сегодня и поговорим. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель чеченского регионального отделения Союз женщин России Сацита Уцеева. Маршал Сацит. Перед началом нашего разговора разрешите мне поздравить вас награждением медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Поздравляю. И, как говорится, дай Всевышний, чтобы не последний. Да, спасибо. Было приятно узнать, что вы награждены такой высокой наградой. И переходя к нашему разговору. Сацита, мой первый вопрос. Кто стал инициатором проведения в Грозном Всероссийского форума? Женские инициативы. Время действовать. Кто организатор? Инициатором проведения такого мощного масштабного форума стала первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Хадижа Рамзановна Кадырова. Вот организаторами Чеченское региональное отделение Союза женщин России совместно с Министерством национальной политики, внешним связям, печати и информации и общероссийская общественно-государственная организация Союз женщин России. Это запланированный проект был или как-то родился сразу, здесь и сейчас? Нет, это, честно говоря, был запланированный проект еще где-то в начале года, когда мы встречались во время назначения на такую должность Хадижу Рамзановну. Вот как раз мы говорили о том, что мы очень рады тому, что Хадижа Рамзановна будет курировать общественные организации, и что в лице Чеченского регионального отделения вот как раз и такая хорошая площадка для вот таких проведения таких форумов и так далее. Вот пришло время. Да, пришло время. И после этого вот и мы очень благодарны ей, что вот все-таки решили, проявили инициативу именно вот такой форум провести у нас в республике. Кстати, форум получился. Да. Это было грандиозное событие, я смотрел. Да, форум получился. И тут у меня такой вопрос, а почему данный форум должен был пройти именно в столице Чеченской Республики? И какова была его основная цель? По-моему, это вообще-то так и должно было произойти. Можно здесь просто сапеллировать на то, что сказала спикер Федерального собрания, уважаемая Валентина Ивановна Матвиенко. Она как раз на встрече с нашим главой, уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и сказала, что именно чеченские женщины являются хранительницами духовно-нравственных, семейных ценностей, и поэтому как бы и само место тоже выбрано правильно. Поэтому этот форум должен был пройти у нас. Это было актуально? Это было актуально и со временем, так скажем. Хорошо. Ну а если я спрошу, сколько делегатов приехало на данный форум? Какие регионы были представлены? Представители каких народов России присутствовали? Вот, прошу. Ну, на форум, когда стало известно, что будет проходить этот форум у нас в республике, желающих было очень много со всех регионов нашей страны, но конкретно участие приняли 19 регионов России. Это и Московская область, и Краснодарский край, Ульяновская область, Татарстан, Челябинская область, Санкт-Петербург, Костромская область, Башкортостан, Нижний Новгород, Ярославская область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская республика, Ставропольский край, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария. В общем, вот такие, Республика Алания, Ростов, вот такие республики, Республика Адыгея. Вот, и, наверное, вы представляете, какие национальности и кто представлял этот форум. Вы ожидали такой наплыв гостей и делегатов на данный форум? Вы знаете, честно говоря, ожидала, если быть объективным, потому что вот работая, общаясь, выезжая на всевозможные форумы по России,
Я постоянно получала такие напутствия, так скажем, почему вы нас не приглашаете, мы хотим к вам приехать. Давайте встретимся в Да, Грозном. да, давайте встретимся в Грозном. Поэтому такое желание было, и мы прекрасно знали, что форум состоится, и приедут очень много делегаций. Ну, вы их встречали. Мы их встречали. И что они говорили? За всеми Среди них ведь были и те, кто первый раз приехал в республику. Да, да. Мы у себя на активе решили закрепить за каждым регионом своих ответственных союзниц. И вот общаясь, контактируя с ними, они начиная с аэропорта, видя, слыша все, что здесь происходит своими глазами, одно дело где-то слышать вдалеке, а увидев всю эту ситуацию, просто они были шокированы. То есть у вас есть группа, точнее была группа, определенно за каждым регионом, Да, определенная да. группа, которая встречала, Да, сопровождала, сопровождала, какая-то на все отдельная вопросы программа, отвечали. развлекательная. Ну и кроме Культурно-развлекательная деловой программа. программы, тоже была культурная программа, которую мы на третий день завершили. Форум проходил в течение 3 дней. В течение 3 дней, да. И о чем говорили на форуме в Грозном? Какая была основная тема? Экономика, медицина, образование, вы равноправие. Что обсуждали участники Всероссийского форума? Обсуждали все те вопросы, которые вы сейчас перечисляете. Они там были? Да, они там были. У нас первый день был пленарное заседание, где мы были тоже приятно удивлены и рады тому, что у нас присутствует, как я уже сказала, Матвиенко Валентина Ивановна, наш глава, уважаемый Рамзан Ахматович, Герой России. И на этом же пленарном заседании перед началом была подписана Хартия солидарности, возрождения, защиты традиционных ценностей, семейных ценностей. И эта хартия была подписана именно такими высокими гостями. Это придало, сами понимаете, какой статус всему этому. И подписывали все участники. И хартия – это инициатива, разработка общероссийской общественно-государственной организации. Мы, понимая, какие сейчас кругом вызовы, какие нападки, и единственная наша, можно сказать, страна, которая противодействует всем этим нечистям вокруг. Поэтому мы это закрепили в своей хартии, и все по всей стране подписывают эту хартию. Все поддержали? Солидарности. Все поддержали, да. Это был ваш первый опыт? Такое мероприятие? Такого мероприятия, да, конечно. И на что вы особо обратили внимание? Как оцениваете работу форума? И какие инициативы вы бы сами выделили? Вы знаете, там на второй день уже рассматривались очень важные глобальные вопросы, связанные и с экономикой, и социальной жизнью, и здоровьем. Те определенные направления в нашей деятельности, они закреплены и указом президента Владимира Владимировича Путиным. Это демография, здравоохранение, культура, образование и так далее. По всем этим темам шли дискуссии в Институте развития образования. И, кстати, который возглавляет тоже член правления нашей организации Ганга Ильмурзаева, очень четко было организовано все обсуждение. Была возможность обсудить именно и главная тема форума была это многодетная семья, основа настоящего и будущего России, женщины за здоровое общество, женщины в СМИ и в медиапространстве, женские инициативы в предпринимательстве. Мы действуем вместе за своих, это поддержка наших воинов СВО. В общем, все эти важные глобальные темы были обсуждены, и все было там все организовано на достойном уровне. И что самое главное, что мы имели возможность обменяться опытом работы. Много было новых инициатив, что именно благодаря тому, что встретились такие делегации со всех этих регионов, мы уже определили для себя новые проекты, новые инициативы, над которыми мы будем работать, в тех направлениях, о которых я сказал.
Это основные такие ключевые моменты или еще что-то было? Ну, О это чем нужно сказать? вот это основные темы, но и самое главное, что женщины России, сплотившись вокруг именно нашего президента Владимира Владимировича, и большое уважение было высказано, это вот с их слов, что были очень в восторге от нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова, и они заявили, сказали, что в лице женщин России у Рамзана Ахматовича не мягкая сила, как принято говорить, а мощная сила, и что они все вот как один в строю по защите всех наших традиционных ценностей. Вас не приглашали к себе? Да, конечно. Я во многих регионах уже была, со многими регионами у нас подписаны соглашения о взаимодействии, сотрудничестве. В Ярославской области была вот недавно, в мае месяце. Поэтому у нас уже вот такое А на данном форуме единение. какие-то документы подписывали, Да, какие-то договора? конечно, у нас вот из-за неимения времени, из-за того, что у нас очень были напряженные, расписанные дни, но мы полностью высказали согласие, что мы обязательно подпишем соглашение с Ростовской областью, с Нижним Новгородом, Ярославлем. Уже подписано у нас Ульяновской областью, с Челябинской. В общем, все регионы, которые у нас там были представлены, со многими у нас были уже подписаны соглашения, остальные уже выразили свое желание, что мы будем, то ли они будут приезжать в Грозный, мы здесь подпишем, то ли наша делегация будет в тех регионах и будем подписывать о взаимодействии. Кстати, это разовый проект или он будет продолжаться? Он будет продолжаться, это не разовый Через определенное время проект. какое-то? Да, конечно. Мы определили для себя, как я уже сказала, вот и до конца года, и с началом следующего года, да, мы вот для себя ориентиры уже определили, в каком направлении, какие вопросы мы будем решать совместно. Вот такая работа. Смотрите, вы уже сказали, что в данном форуме принимали участие делегаты из разных регионов страны, абсолютно разных уровней экономического и социального развития, в том числе представители разных религиозных групп и разных традиций. На ваш взгляд, как эти особенности повлияли на повестку данного высокого собрания в Грозном, у нас тут дома? Вы знаете, очень положительно, позитивно, потому что все понимают прекрасно, что какой бы ты вероисповедание не был, но есть у нас основные ценности, которые мы должны все вместе соблюдать и стоять на защите этих ценностей. Как я понял, это и подчеркивалось. Это и подчеркивалось, да. Тем более наш глава республики Рамзан Ахматович, он четко стоит именно на этих позициях по сохранению семьи, семейных ценностей, по поддержке многодетных семей. Поэтому как раз-таки вот и Валентина Ивановна сказала, что чеченские женщины, именно вот этот форум как раз является примером для всех женщин России. Что вот именно по тем условиям, которые созданы у нас в республике для того, чтобы женщины могли не только быть хранителями семейного очага, но они очень успешно работают над реализацией своих бизнес-проектов, творческих проектов. И вот в этом плане все они, уезжая, все подчеркивали именно, что вот... И вообще развеяны все вот эти стереотипы, которые были, можно так сказать, которые были. Сейчас их, я думаю, не будет и нет, потому что то, что всегда говорилось, что у нас чеченская женщина чуть ли не угнетена здесь, в республике, многие шутили и говорили, нам бы такое угнетение. Поэтому да, уезжали, восхищались, восторгались от увиденного, от услышанного, тем более и в горах, когда мы на третий день были. И то, что вот мы ездили на этот объект в Аргуне, реабилитационный центр, там так вообще они, райский уголок, какие условия созданы. Это вообще вот просто у людей не хватало слов, эмоций, чтобы высказать все это. И, конечно же, они все это будут и рассказывать, и показывать на видео то, что снимали в своих регионах.
И это очень важно, Да. кстати говоря. Сацита, можно сказать, что вопросы, которые поднимались на данном мероприятии, не отправлены в архив? Прошу понять меня правильно. Будет ли повестка, которая обсуждалась на Всероссийском форуме, работать дальше, скажем, в системе образования, экономики, политики и так далее? Да, безусловно, потому что, как мы уже и говорили, подчеркивали, даже по тем темам, которые мы там обсуждали, вы, наверное, поняли, что у нас были задействованы министерства, ключевые министерства, Поэтому которые и с родились нами такие вопросы. совместно, да, работают. Это Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство труда и социального развития. И, кстати, вот хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить эти министерства и Министерство транспорта также во главе со своими министрами. Большое, огромное им спасибо, потому что они были подключены к проведению этого форума и очень достойно себя показали в этом. А то, что касается вопросов и тех планов, которые мы там обсуждали, вот буквально завтра мы планируем провести расширенное заседание своего актива, где мы конкретно продолжим эту тему форума. И что вот хотелось бы сказать, по-моему, этот форум произвел большой фурор, так можно сказать. Его можно было назвать не форумом, а фурором, потому что сейчас очень много потянулось к нам желающих вступить в союз. Вот у нас-то созданы 4 совета в наших вузах, и в том числе и в Исламском университете. Но сейчас, вот буквально вчера в педагогическом университете опять прошло заседание Совета девушек, где они приняли вновь 26 девушек, молодых студенток в состав Совета. Звонки всевозможные просят, спрашивают, как можно вступить в союз женщин, потому что все видят, насколько... Отголоски есть? Да, отголоски есть, видят, какое уважение нашего руководства республики, какие условия созданы для женщин республики. Да и вот буквально вот накануне какой был праздник устроен на нашей главной площади. Уважаемые наши Рамзан Ахмадович, Медним Мусаевна, все они вот такой шикарный большой праздник устроили для наших женщин. И это не первый год, это постоянно происходит, ежегодно. И каждый день, можно сказать, у нас все глобальные вопросы решаются вот системно. Форум продолжает свою работу. Можно так сказать? Да, конечно. И это будет оправдано. И это А будет сам оправдано. форум был, если спросить про актуальность современной жизни нашей республики, нашей страны, да и мира тоже, он был оправдан? Да, конечно. Смотрите, Сацит, для подготовки проведения таких больших социально-политических проектов нужна команда. Согласитесь? Да, да. Команда, которую объединяет общая цель. Команда, которая чувствует ответственность за результат. И если судить по работе форума, у вас такая команда была. Да, у нас такая команда была. Как? Откуда? Это актив нашей организации. Все были подключены, все очень четко знали свои обязанности и справились со своими задачами. Ну и самое главное, что вот, Министерство нацполитики и внешним связям, печати и информации во главе с нашим уважаемым министром Ахмедом Махмутовичем, вот это наш куратор, вот они тоже очень четко все решали, организовывали. И, как я уже сказала, те министерства, которые я перечислила, все очень четко понимали свои задачи и хорошо с ними справились. Женщины сказали свое «я»? Да. Так было Ну, правильно сказать? все, кто приехали, в этом убедились, что чеченская женщина, благодаря той мощной поддержке и той работе, которая проводится руководством республики, во главе нашим уважаемым Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, поняли, что женщина на очень высоком уровне, очень статус вообще на высшем уровне, чеченской женщины. И Форум самое главное, был в тему. Да, форум был в тему, и самое главное, я просто, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем женщинам нашей республики, чтобы мы понимали и ценили то, что делается для нас. И продолжали в этом плане вот именно работу с нашей молодежью, чтобы наши традиции, наши обычаи, наши адаты
они вот каждый день неустанно действовали, работали с молодежью. Вот самое главное, чтобы все наши жители нашей республики, вот обычно у нас плохая привычка забывать то, что было, а вот то, что есть, нужно ценить и по достоинству оценивать. Тут я с вами согласен на все 100%. И если спросить про итоги форума «Женские инициативы. Время действовать», каким будет ваш ответ? Какие итоги? На ваш взгляд? Итоги мы своей цели добились, мы сплотились, и всем наши друзья-то и так это видели, недругам дали понять, что мы все единая российская семья, и нас не победить. Мы четко стоим на своих позициях мира и созидания. Это основной итог Да. форума в Грозном. Да. Хорошо. И мой последний вопрос. Вы, как один из организаторов, что сами можете сказать? Ваше мнение, если мы отойдем от вашей официальной части понимания данного мероприятия. Вы, как женщина, женщина-чеченка, как сами оцениваете данный форум? Взгляд со стороны, так сказать. Взгляд со стороны, действительно, все, опять-таки я повторяюсь, все те цели, которые мы ставили, задачи, мы их выполнили и не собираемся на этом останавливаться. И действительно, вот это единение всех тех приезжих, вот чисто как бы вот, по-семейному даже вот наладились отношения, и вот уезжая наши подруги, участницы говорили, что они увозят частичку Чечни в своем сердце. Это же дорого стоит, конечно, поэтому мы и далее будем продолжать взаимодействовать, дружить, и вот это все как бы идет в одну большую копилку той работы, которая должна вестись в наше время. Которая продолжается. Да, и которая продолжается. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Разрешите мне еще раз поздравить вас с высокой наградой нашей республики. Спасибо огромное. Но я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить нашего главу республики, героя России, уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова, за вот такую высокую оценку нашего скромного труда. Это был коллективный труд, я надеюсь, и далее будет. Но наградили меня, но и не только меня, но наших многих активисток наградили. Это и, как я уже ранее говорила, ректора Института развития и образования Ганга Эльмурзаева, Дахаева Роза, Фатима Даудова, Фатима Агаева, Майса Исмаилова. В общем, очень много наших женщин, активисток по линии, вот глава наградил, а вот по линии Союза женщин России, кстати, очень много женщин награждены, и ваш руководитель, уважаемая Рузана Веселаева, тоже награждена памятной медалью Союза женщин России. Приятно это слышать. Да. Я надеюсь, вы передадите наши слова поздравления от меня лично и от нашей телерадиокомпании всем награжденным. Да, конечно. Спасибо огромное. Вам спасибо. Удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Чеченского регионального отделения «Союз женщин России» Цацита Уцеева. И напоследок, дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И скажу лишь одно. Не болейте. Будьте здоровы.